Территория женского счастья. Этот форум стал частью рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова в Ишимбайский район. Территория женского счастья – проект постоянный, проходит во многих городах и селах Башкортостана. На этот раз во Дворце культуры Ишимбая. Ради Хабиров отправляется туда. Итак, у нас территория женского счастья. Да, вы зашли, почувствовали себя счастливой, Елена? Пока не поняла, но судя по лицам всех, кого я вижу, здесь счастья много. Вроде пряник расписывает, а мы не фотографируем. Да. И сердцевинку можно красненькую. Ага. Ради Фаридович, вы умеете пряники расписывать? Я все умею. Отлично. Давайте смотрите, это вам. Получили. Дуррахман. Сейчас очень важно, а у вас есть оператор, который может управлять? Это серьезный аппарат. Есть. Обучили. Обучили уже, да? Потому что, это. И его надо все-таки он там не приспособлен на сильных склонах. Народный. Дуррахман. Как-нибудь хочу поехать, посмотреть, как он работает, да? Вы уже начнете же работать? На следующий год. Фаридович, о чем речь, скажите? Это харвестер, это новый механизм, агрегат для рубки леса. Он уникальный, он сразу очищает соответственно, от сучьев. Это, повышает производительность труда, в несколько раз. А кому приобрели такую Для нашего машину? лесхоза, для государственного лесхоза. Я в Стальтамаке же уже это делал. А вы скажите, сколько у вас пунктов в Ишимбае? В Ишимбае у нас сейчас один пункт. А пока один, а сколько планируется? Пока один? Работаем. А вот сколько мамочек уже У получает? нас в Ишимбае получают 256 мамочек. Сколько? 256. 256, да? У нас есть и в свободной продаже. Нет, я знаю. Да, я то есть знаю. не только... Кстати, мы так и планировали, что тем, кому по закону нужно, мы передаем бесплатно, а все остальное на рынке. За счет этого мы прибыль с нашими расходами будем балансировать. А какие отзывы? Очень все довольны. Все пробуют. Вот только сейчас с мамой беседовали, объясняли пользу наших продуктов и про качество рассказывали. А почему мало? Мамочек-то побольше, наверное, все-таки. Я так думаю, что не все, наверное, хотят только ездить. начали еще, да? Они же приезжают, получают и где-то 2 раза в неделю, Два раза в неделю, да? Потому что это гораздо полезнее, это высочайшее качество. И очень многие, кстати, не знают, что мы продаем. То есть многие бы хотели купить, и они не знают, что, оказывается, мы продаем. Здесь вы продаете здесь или уже в сети в Ишимбайские магазины? В ярмарках есть. Уже в Ишимбае тоже есть, есть, можно купить, да? Ага. Ну а как берут, нет? Берут. Спасибо. Всего хорошего, спасибо. Карина Владимировна, вообще что это за общность людей здесь? Здесь приходят женщины, мамы, бабушки, семьи, дети и также их мужья, которые приходят узнать что-то новое, которые приходят развиться, которые приходят получить психологическую какую-то помощь или вообще узнать о том, вообще, что можно делать в этом мире нового. Кто-то приходит научиться сервировать стол, кто-то рисовать, кто-то получить мастер-класс от известных художников, а кто-то послушать про то, как нужно себя вести в период эпидемии ОРВИ или ОРЗ. Различные вещи. Еще сегодня у нас одно новое такое направление, когда у нас проходит круглый стол с участием всех структур, которые за это отвечают по домашнему насилию, по профилактике домашнего насилия среди женщин. Мы туда тоже заглянем, у них уже идет и лекции, и обсуждение. Вы ездите с такими семинарами, или как это назвать, по районам Башкортостана? Мы планируем это проводить в каждом городе Башкортостана. Где провели уже? Мы уже провели Стерлитамак, Дюртюли, Нефтекамск. Вот у нас будет в конце месяца в Учелах. Так что приглашаем. В Уфе тоже было, но это было маленькое такое отделение. Это было еще небольшое, не слишком большое региональный. Идем дальше? Да.
Договорились о чем-нибудь? Как детей защищать. Да, как детей, как женщин. Ну вы самое главное доводите до меня, мы будем с нашими коллегами с правоохранительства, если есть такая необходимость. Это высшая очень справедливость, когда бьют детей, бьют женщин, вы видите, что тут надо по закону военного времени. Будем. Давайте нам хорошее Да вот предложение. еще говорили, что наоборот, говорят, женщина там чуть не бьет мужчин. Что-то. Нет, не так. Это говорят в учелах женщины. Нет, вот он говорит так. Радик Сарич, у нас вот по обсуждению можно только два предложения внести? Мы считаем, что пока закон в Госдуме обсуждают и принимают, нам в республике нужно конкретно уже подготовительную работу вести. В первую очередь нужно кризисные центры нормальные, чтобы функционировали оптимальные по всей республике с финансированием бюджетным. Второе, нам нужно психологическую помощь улучшить. Для этого нужно подготовку психологов. У нас, к сожалению, из-за маленькой зарплаты не идут, хотя и в детских поликлиниках, и в школах, и в социальной службе они предусмотрены по штату, но не идут на работу, потому что зарплата маленькая. Вот, на мой взгляд, на сегодня, если мы решим вопрос по кризисным центрам, у них положение есть для женщин и детей. Я понял. Вы, наверное, на здравчас поставьте на ближайший вопрос. Прям позвоните напрямую к этому, давайте обсудим. Мы же быстрое решение принимаем. Если вы хорошее решение нам даете, я буду видеть, что от этого есть результат. Моментально примем решение. И денег не жалко. 2700 дебоширов на сегодня на учете в республике и 3100, которые вот семейные преступления сегодня на 9 месяцев. Ну это считайте, вот 2700, да. Это по республике. Самая главная проблема, что женщины не могут об этом сказать и прийти. Закона нет. Закона нет. Надо законодательно сделать. Мы давайте обсудим. Да. Я говорю, на Это завтра требует детального обсуждения, да. Ну, проведите еще. Или, может быть, вы еще парламентские слушания проведете? Да, обязательно. Или до, а потом ко мне. Да, обязательно. Чтобы с каким-то предложением. Чтобы я уже только, знаете, печать поставил, Да, подпись чтобы на поставил. региональном Да, уровне. и всё. Спасибо, Рафаэль. Карина Владимировна, у Ради Фаритовича всегда так. Его люди никогда не Да, отпускают. всегда есть вопросы насущные, которые волнуют, которые жизненные, бытовые. Но вы с пониманием относитесь. Конечно. Ради Фаритович всегда, кстати, говорит, что вот хотя бы воскресенье не оставьте для семьи. Он очень трепетно относится к семье. Это очень важно для нас. Это нужно всем говорить, и всем нужно иметь время для семьи, обязательно. Ради Фаритович, это у нас здесь художники наши, которые тоже из Швайцарии, они проводят мастер-классы и для взрослых, да, и приглашают в свои мастерские и учиться, и просто порисовать, отвести от души. Школа искусств, да? Это вам. Спасибо. Спасибо. Моя бабушка училась у ваших родителей. Спасибо. Спасибо. Карина Владимировна, еще к вам вопрос, пока глава общается. Я давно заметила, что вы рядышком, но на полшажочка сзади за Радием Фаритовичем. Это ваша тактика такая? Так положено. Женщина должна быть за мужчиной, а не впереди. Точно. Спасибо. А это вот территория женского здоровья, да? Да, именно женская. У нас все территории распределены вот так. Еще раз здравствуйте. Да, еще раз здравствуйте. Как людно-то у вас, многолюдно. Смотри, Да, вот, очереди стоят Которого- Неожиданно, постоянно. да, Ради Фаритович? мне кажется? Я Это- бы хотела отметить, вот давайте вот так вот начнем. Это республиканский клинический психотерапевтический диспансер, который с нами всегда ездит на каждое мероприятие. Да, мы из центра психотерапии. Пользуются огромным спросом, очередь уже записываются и подходят. У меня вот 20-я была человек. Ну, у нас 4 человека принимали Да, сегодня вы одновременно. целая бригада Специалисты, приезжаете, да. Потому что есть необходимость. прям Это просто женщина приходит и как-то делится своим. Да, женщины. Ну вот сегодня, удивительно, сегодня приходили и мужчины, и мужья, приходили и дети.
Более того, мы на основании вот их обследований, на основании нашего анкетирования создаем картину как раз-таки, какие проблемы наиболее злободневные в каждом районе. И в каждом районе это разные. И мы делаем каждый раз анализ. Министерству семьи, портрет, да, такой? Министерству семьи и труда передаем наши данные, они делают полностью анализ и выдают нам данные. Спасибо большое. Спасибо. Выявление на ранной стадии онкозаболеваний. Прямо здесь, Да, да? прямо на территории здесь, женского на счастья. территории Ну, это женского сразу 5000 счастья. рублей. Врачам, да. Да. Приглашаем вас к нам. А куда вас пригласили, Ради Фаритович? На консультацию. На консультацию. А это уже вот здесь начинается. Это вот наши врачи. А это уже врачи уже пошли. Я вижу врач общий онколог, да, получается. Так. Онкомамолог у нас. Детишек мы отдельно решили, получается, пригласить в детскую поликлинику. Их мы по времени расписали, чтобы так очередности не были. Нас просили, записались 300 человек на приемы к врачам. Конечно, 300 человек принять не успеют, но они просили именно определенных врачей, которых нет в Ишимбае. Кто это? Ну, вот один Реабилитолог и эпилептолог. Эпилептолог, Да, вот такие вот. именно детские. А вы их привезли или? Мы их Да, привезли А, из вот как раз Уфы, специально. конечно. Детская республиканская больница. А онкологов сколько у вас в Ишимбае? В Ишимбае? Человека здесь на приеме получается, один общий онколог и 2 маммолога. А сейчас вот вы прием проводите, тоже женщины приходят и... Да, даем рекомендации. Кстати, премию не получаете еще? Нет, нет. У нас уже есть Успеем. мастера, которые получили диски. У нас каждый месяц по 5-7 врачей получают. Ну и хорошо, мы здесь на это деньги. А если это дело дальше пойдет, кстати, вы слышали, наверное, нет, будет сейчас федеральное такое же решение. Да. Но федеральное решение там, по-моему, 1000 всего лишь, 1000 и так далее. Но если федеральное решение будет и эта тема пойдет, мы к нашим 5 рублю еще 4 добавим, чтобы сразу 10. Вот тогда уже точно, да? Ну, Нет, уже больше. тогда они будут все проверять внимательно. Зато мы эти деньги 2 больными можем спасти, потому что лечение тяжело, когда запускается. Да? У нас еще есть и КТ, и УЗИ, но они просто находятся внизу, в отдельных кабинетах. Чтобы прямо люди... УЗИ, да? Да, прямо. Ради Фаритович, извините, пожалуйста, ну проезд у нас был 25-15 рублей. Знаю. Межгород и Сейчас, перегонный, давайте так, знаем, мне глава совхоз уже сказал. «Нефтяник». Да, мне глава сказал. Я завтра, наверное, выезжаю в понедельник, я собираю у себя совещание. Я везде держу цены. Здесь не произошла ситуация, которая, в республике такой нет. Я разберусь. Льготы пенсионерам, пожалуйста, Вот, там сделайте. Уж да, 15 да. рублей было, оставьте. Уж у нас пенсия 8-9. Да. Что пенсионеры молчите, правильно? Я понял, Пожалуйста, я понял. сделайте Мы этот льготы. вопрос 15 рублей было, и нас устраивало. Вопрос Всего решили. доброго вам. Да, единственное, врачам был случай. Давай. Здесь мы покажем вам Слушай, у вас есть на третьем, что ли? школьную форму. Здравствуйте. Да, школьную форму. Так, это... Наши собачки. Добрый день. Как вы себя чувствуете вообще? Сложно, но Сложно, работаем, да? стараемся. Смотрите, мы... Я не помню, когда. Давайте вас приглашу. Мы будем на инвест-части утверждать программу поддержки легкой промышленности. На вас еще не выходили мои? Да, мы поддержки... Да, потому что эта программа будет. Это поддержка именно вас, легкой промышленности. Мы где-то, по-моему, в середине декабря. Я попрошу, чтобы вас пригласили. Вы как эксперты мне там нужны, потому что у нас есть меры поддержки сельского хозяйства, машиностроения, а легкой промышленности ничего нет. Вот поэтому мы там сейчас очень плотно работаем. Но пока более-менее еще... Потому что трикотажка, я так понял, недавно банкротство скатывалось, да? Да. Чтобы этого не было, чтобы как-то... Мы посмотрим. В общем, увидимся, поговорим. Потому что я когда в Башкирии начал, приехал уже в этот раз, как говорится. Я думал, что легкой промышленности вообще не осталось. Оказывается, осталось очень много. И в Ишимбае, и в Баймазах, и в Давлеканово, и в Уфе она есть. Вас просто поддержать. Тогда мы увидимся еще.
Да, добрый день. Я приглашаю вас в храм вместе с вашей прекрасной супругой Галиной Владимировной. Я обязательно загляну. Я буду очень рад этому и знаете, буду ждать вас. Наверное, сегодня так вот что-то сегодня вас много ездили. А так, когда приедем, по Ишимбаю, я буду очень рад. Буду Конечно, ждать вас. обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Доброго здоровья. Карина Владимировна, куда идем мы? Мы идем в зал, и потом Ради Фаритович пригласят для приветственного слова. Он решил поприветствовать наших женщин. Здравствуйте, ишимбайцы! Сегодня на открытой академии территории женского счастья вы прикоснулись к прекрасному, узнали много нового, познакомились с огромным количеством интересных людей, и мы надеемся, хоть на один день, но стали счастливее. Сегодня на праздничном вечере присутствует глава Республики Башкортостан. И позвольте для приветствия пригласить на эту сцену Радия Фаритовича Хабирова. Хатын-Казар, уважаемые наши дорогие женщины, дорогие матери, уважаемые мужчины, которые, говорят, первый раз появились в Ишимбае на территории счастья. Я от души вас всех здесь приветствую. И, конечно, прежде всего, сердечно поздравляю с наступающим праздником Днем Матери. Меня лично здесь переполняют, конечно же, самые теплые чувства, воспоминания. Где-то лет 40 назад я в фойе танцевал на дискотеке. В соседнем стадионе играл в футбол. И, конечно, для меня Ишимбай, Ишимбайский район – это на всю мою жизнь, это будет родная, конечно, земля. Позвольте мне сегодня, конечно, говорить прежде всего о вас. И хотел, дорогие наши женщины, поблагодарить вас за то, что вы делаете для нашего родного Ишимбайского района, для нашей республики, за то, что вы делаете для ваших семей, детей, родных и близких. Я сегодня первый раз оказался на территории женского счастья и вижу, что это очень полезная и очень нужная, мне кажется, встреча замечательных женщин. Я очень рад, что такие мероприятия проходят у нас. Я уже говорил, что Ишимбай заслуживает, это родина первой нефти, это очень трудолюбивые люди, это центр машиностроения. Поэтому Ишимбай заслуживает к себе очень сильное внимание. И я сегодня вам просто твердо обещаю, что последовательно, каждый год, поэтапно мы будем делать так, чтобы Ишимбай, как, впрочем, и другие города и населенные пункты нашей республики, процветал, был комфортным для людей, чтобы мы жили с вами в справедливости, в порядке и в благополучии. Спасибо вам огромное. Спасибо, Ради Фаритович. Ну а сейчас позвольте пригласить на эту сцену автора, идейного вдохновителя нашей открытой академии территории женского счастья Карине Владимировну Хабирову. Самые теплые искренние аплодисменты. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие женщины, мужчины и все, кто сегодня в зале и кто сегодня посетил нашу территорию женского счастья. Женское счастье включает в себя все: и семью, и детей, и работу, и здоровье, и все, что нас окружает вокруг, и дом. Поэтому я хочу, чтобы вы, придя сюда, научились чему-то новому и ушли отсюда наполненные счастьем, наполненные энергией, пришли к своим семьям, к своим мужьям и подарили им это все.
Если сегодня хотя бы у одной из вас появилось такое ощущение, то мы с нашей командой будем счастливы. И хочу пожелать того, чтобы этот проект был каждый год. И чтобы каждый год, несмотря на то, приедем сюда мы или нет, чтобы вы продолжали это делать, продолжали встречаться, продолжали проводить такие же мастер-классы, обучение, какую-то помощь по здоровью. Ну а все, что будет необходимо, мы готовы с нашей командой вам всегда помогать. Поэтому успехов вам и будьте счастливы, дорогие женщины. Спасибо, Карина Владимировна, спасибо огромное. А теперь встречаем советская, армянская и российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, участница телевизионных проектов «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова. Ваши аплодисменты! Сердец хрустальный перезвон, твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Ради Фрич, вы оценили территорию женского счастья? Я слышал про это мероприятие, оно уже проходит вот, по территории многих уже муниципалитетов. Я слышал очень позитивные отзывы людей, жителей, поэтому не мог сюда не заглянуть, тем более Родина. И приятно удивились. Очень здорово. Знаете, я не сторонник, я всегда за результат. Я всегда, чтобы любые наши действия были полезными, а это очень полезно.